Гамбажапцыбиков. Избранные труды. Часть 10. Сарат Чандра Дас – это имя человека. Публикуя в 1882 году статью о жизни и легендах, связанных с Занхавой, почему-то говорит, что он родился в 1378 году, хотя в примечании верно называет год по тибетским данным. Уаддель дает верные показания периода рождения – 1355 и 1357. А Рокхиль на странице 83 своей книги «Страна Лам» дает по тибетским источникам год рождения 1360. Отец его был один из восточных тибетцев местности Занха, пать Дикого Лука, откуда и имя знаменитого сына Занхава, то есть Диколукский, Дарахаче Лумбумге, а мать просила имя Шинмо Ачой или Шинмо Зачой. Местом рождения Занхавы исследователи указывают местность, где теперь находится монастырь Гумбум, или, как его называют китайцы, Тасы, близ города Сининфу в провинции Ганьсу. Монастырь этот у последователей Занхавы всецело связан с его рождением. Сказывают, что на том месте, где родился этот замечательный человек, выросло белое сандальное дерево со 100 тысячами изображений на листьях и с буквами на коре. Из европейских путешественников посетили этот монастырь уже многие, например, Гюк и Габе, граф Сечени, Рокхиль, Пржевальский, Потанин, Козлов и другие. Интересно послушать, что они говорят об этом дереве. Потанин, ссылаясь на Крейтнера, который называет дерево серенга, подтверждает, что сухие листья, добытые им, были похожи на сиреневые. А о буквах на том дереве он в том же сочинении говорит, что ему удалось достать обломок молодой ветки замечательного дерева. На нем действительно были заметны рассеянные пятнышки, имевшие сходство с буквами. Это особым цветом окрашенные участки коркового слоя, которые сквозили из-под прозрачной эпидермы в виде литерообразных фигур желтого цвета, неправильно рассеянных по темно-вишневому фону. Гюк и Габе, бывшие в Гумбуме около 30-х годов прошлого века, рассказывая всякие небылицы об этом дереве, уверяли, что подлога в знаках на коре дерева не было. Пржевальский, по-видимому, не видел этого дерева и, услышав рассказ о нем, говорил: изображения на них тибетской азбуки, конечно, или делаются ламами, или дополняются изображением усердных верующих. Я лично во время своего путешествия в Тибет видел буквы на деревьях, их несколько в 2 местах, и удивлялся искусству таинственного воспроизведения их. Буддийские писатели придают этому особое значение. Согласно той же биографии Занхавы, составленной Кхайдо Гылык-Балсаном, он был уже 4-м из 6 сыновей отца. Такой многодетный отец, конечно, не мог отказать Ламе Дондубринчину, который попросил мальчика, по-видимому, для усыновления, когда ему было только 2 года. С этого времени он стал жить неотлучно у нового отца. Рассказ Гюка о Ламе из далекого Запада, у которого учился Занхава, вероятно, нужно относить к этому Ламе. Оригинальные сочинения говорят, что он был из Амдо, то есть из северо-восточного Тибета, но в молодости прожил долго в Центральном Тибете и учился там буддийским наукам. Затем, получив предсказание, что он
может оказать великую пользу религии, отправился в Амдо, где основал и ныне существующий монастырь Джачун около скалистой горы северного берега реки Хуанхэ на незнакомой ему местности. Потанин дает сведения об этом монастыре. Он расположен на высокой горе. Монахи в Шачуне, так он записывает из уст народа название данного монастыря, большей частью тангуты, Шачун, место пустыни жительства учитель Дзонхавы, где последний брал начальные уроки буддийского учения. Число монахов Потанин показывает по-разному. То 3000. Здесь было место пребывания святого Чоэджи Тонримбуче, учитель Дзонхавы, его тело, обратившееся в изваяние или само собой возникшее изваянное изображение святого, и теперь находится в монастыре. Шачун известен еще тем, что в нем бывает самый многочисленный цам, в котором участвует 62 человека. Изваянное изображение святого и теперь находится в монастыре. Шачун известен еще тем, что в нем бывает самый многочисленный цам, в котором участвует 62 человека. Может быть, расположению монастыря на горе и существованию каменного изваяния обязан рассказ Гюка о кончине ламы из далекого запада учителя Дзонхавы. Биография говорит, что еще при жизни он проводил своего ученика в Тибет. Только впоследствии, когда Дзонхава был уже в Тибете и сделался знаменитым, мать позвала своего сына к себе на свидание. Тогда он кровью из своего носа нарисовал 2 автопортрета, сделал также клише Будды львиноголосого и послал все это матери и старшей сестре. При этом он написал, что если отпечатаются 10 000 изображений львиноголосого и сделают субурган под деревом, выросшим на месте пролития крови пуповины его, то это будет равносильно личному свиданию с ним. Мать исполнила желание сына. На основании монастыря Гумбума было заложено через 143 года после смерти Дзонхавы, то есть в 1560 году, это был год железной обезьяны. А именно в этом году созерцатель Ринчин Зондой Жамсо построил подле Субургана немного домов и поселил около 10 монахов. Затем, 18 годами позднее, он построил храм Майтреи, 1577 год, 6-й год правления Минского Ван Ли. Из этого можно заключить, что место рождения Дзонхавы стало особенно привлекать уже тогда, когда он сильно прославился в Тибете, или даже после его смерти, когда жизнь его стала превращаться у последователей в легенду. Потанин, назвав Гумбум самым значительным монастырем в составе северной группы амдосских монастырей, не находит иного объяснения известности и богатства этого духовного центра, как по причине его местности, являющейся исторической родиной Дзонхавы. Я полагаю, что Гумбум развился также благодаря своему местоположению на пути из Тибета в Монголию, Китай и обратно. Из истории известно, что тумецко-монгольский Алтан-хан в 12 году правления Минского Ван Ли, в год черной овцы, это 1583 год, пригласил к себе ламу Содном Жамсо и провозгласил его Далай-ламой. Путь Содном Жамсо пролег через Цайдам и Кукунор, а также через Гумбум, где он провел некоторое время. Здесь Далай-лама предложил построить храм и пожертвовал много имущества на эту цель. Но не только
подношение высокого иерархии помогло рождению и возвышению монастыря. Сам факт пребывания Далай-ламы здесь способствовал притоку богомольцев как из Амдо, так и из Монголии, а следовательно приносил большие доходы. По желанию Далай-ламы, как указывалось, был построен храм и установлено общинное служение. С сего времени монастырь стал называться Гумбум, то есть 100 тысяч изображений. Это было в 1583 году, 227 год после рождения Дзангхавы. Вслед за этим монгольский Далай-лама Йондан Джамсо по пути исследования в Лхасу в 1603 году посетил Гумбум и удалил из него светских жителей. Затем, по мере роста авторитета Далай-ламы, посетили этот монастырь 5-й, 6-й и 7-й Далай-ламы. При этом 6-й посетил его уже опальным, а 7-й, по настоянию маньчжурского правительства, в детстве. С победой китайцев и сторонников 7-го Далай-ламы, Калсан Джамсо, монголов, Тибет окончательно подчиняется Китаю. Затем продолжительное время жил здесь 3-й Панчен Гартани Балдан Ише на пути в Пекин, где он нашел себе преждевременную могилу, как говорят, не без участия Богдахана Цанлуна. Помимо этих посещений, возвышению монастыря много способствовало то, что через него ежегодно проходит значительное число паломников в Центральный Тибет и другие монастыри Амдо. Большое скопление монахов, паломников и проходящих путешественников способствует развитию торговли. Дни больших богослужений в монастыре привлекают много посетителей из дальних и близких мест. Что касается воспоминаний о месте рождения Дзангхавы, то в биографии сказано, что когда сняли старый субурган, дерево оказалось исчезнувшим под землю. Тогда его откопали, сделали каменную ограду и над ним поставили серебряный субурган, который находится теперь в особом золотокровельном здании. Внутреннее дерево недоступно для осмотра обыкновенным ламам и светским людям, из чего можно заключить, что оно в темноте, может быть, теперь, по прошествии более 550 лет со дня рождения Дзангхавы, не сохранилось совершенно. Снаружи храма, а также во дворе другого храма, на том месте, где были зарыты волосы Дзангхавы, постриженные его в монахи, растут деревья одной и той же породы с буквами на коре. Листья их после падения собираются монахами-сторожами и за известное вознаграждение раздаются богомольцам, которые верят, что они, как появившиеся на чудесном дереве, связанном с рождением Дзангхавы, полезны при затруднительных родах женщин. Здесь еще много реликвий, связанных с именем Дзангхавы. Теперь обратимся к его жизни. Когда Дзангхаве пошел 16-й год, то Дондуб Ринчин задумал послать его на учение в Центральный Тибет. Дзангхава охотно согласился, так как уже раньше его тянуло туда, где было так много ученых. Дондуб Ринчин приготовил ему все потребное для дороги и дал указания, как и чем заниматься. Дзангхава таким образом вместе со многими спутниками и 2 своими двоюродными братьями направился в Тибет. По пути он посетил монастырь Дихун, область Чамдо, монастырь Чамдоский, Джамбалин, другие места, и только на 3-й год достиг Центрального Тибета, где посетил многие известные монастыри и слушал проповеди у разных лиц. Так он был в Нартане, а затем в Сакья, в Западном Тибете. Его занятиям в Тибете немалую помощь оказал сакьяский ученый Ремдава Кумарамати, познакомивший Дзангхаву со многими сочинениями по логике и матхьямике.
По прошествии 5-6 лет пребывания в Тибете он так проникся буддийскими идеями, что, когда мать звала его на свидание в Амдо, сын твердо решил не являться на родину к матери, рассуждая, что вследствие невечности всего материального и бесполезности его в конечном результате единственно полезным является закон Будды, который помогает самому человеку и другим живым существам, а в числе их и родственникам. Решив таким образом никогда не появляться у себя на родине, он послал в ответ матери, как сказано выше, только свой собственноручно нарисованный портрет. Затем он, посещая разные монастыри, везде делал так называемый дакор, то есть беседы на религиозные темы. Когда читаешь о его скитаниях по монастырям и занятиях буддийскими науками, то невольно убеждаешься, что Дзонхава должен был сделаться очень большим ученым даже при обыкновенных природных способностях. Во время таких странствований он на 25-м году своей жизни в монастыре Южного Тибета Ярлун-Намджал в присутствии тамошних высших лам принял высший обет буддийского монаха бикшу. К тому времени он уже изучил все второстепенные науки о стихосложении, стилистике, медицине, математике и тому прочее. Его недюжинным способностям и прилежанию удивлялись опытные ученые-ламы того времени. Так, пожилой лама Джанга Ринпоче Джанчупа после беседы с Дзонхавой, по словам биографов, прослезился и высказал сожаление, что лета его стали слишком большие, когда в Тибете появился такой замечательный человек. Однако он не остановился на этом и в течение 4 лет, от 25 до 29 лет, оставался в монастыре Цэгунтан, находившемся вблизи Лхасы, и изучил все большие тогда в Тибете сочинения Канжура и Данжура, так что к 30 годам жизни вполне усвоил буддийскую философию. Главным образом по сочинениям индийских ученых школы махаянистов Дхармакирти, Нагарджуны, Арьедевы, Шантидевы, Чандракирти, Асанги и Васубандху, а также изучил основные сутры Винаи. На этом мы закончим 10-ю часть. Дальше продолжим биографию Дзонхавы.